Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был вынужден отменить поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сославшись на боли в груди. Кыргызскому лидеру стало плохо 19 сентября в Турции на пути из Бишкека в США. В ходе первичного медицинского обследования были обнаружены симптомы проблем с сердцем, заявили в администрации кыргызского президента. Сообщается, что 60-летний Атамбаев взял отпуск до 1 октября и должен будет пройти полное медицинское обследование. Из Турции он поехал лечиться в Москву. Состояние кыргызского президента должен знать. Он не Турция должен, Кыргызстан тоже медицина, мировом арене нормально. Я не врач, не могу точно сказать, но на самом деле, мне кажется, есть у него какие-то проблемы. Не знать тоже это плохо. Это люди должны знать, что переживать, желать ему здоровья. Может, это какая-то интрига политическая. Я думаю, этого тоже нельзя исключать, потому что время у нас тяжелое. Да? Другие президенты чихают, а он здоровый сидит. А это престиж республики и народа, что он здоровый. Понимаете? Как это? Он-то решает все мирные вопросы, вопросы народа. Это самое. Он не имеет права быть больным. Здоров, работает, намеченные планы будут выполнены. Здоровье президентов – это почти всегда большая государственная тайна. Иногда складывается впечатление, что у них даже насморка не бывает. Поэтому о том, что что-то не так, граждане обычно узнают, когда президенты уже оказываются в больнице, а иногда и намного позже. То есть президент России, он не только ходит, он и гоняет только так, гостей катает за рулем и... Как это говорится по-русски, не дождутся. Имеем ли мы право знать, здоровы ли главы наших государств? Об этом я говорила с обозревателями и экспертами. Со мной в студии Мирхат Шарипджан, это обозреватель «Радио Свободы». Из Москвы Владимир Голышев, публицист. И из Казахстана Галым Акульбеков, это гражданский активист. У меня первый вопрос к Владимиру, так как вы из Москвы. Россия – это главная страна не только для нашего региона, но и одна из мировых держав. И поэтому состояние здоровья ее лидера крайне важно, практически для всех. Скажите, пожалуйста, Путин выглядит довольно здоровым, таким подтягивается. Были в интернете фотографии, видео, как он без майки, значит, торс обнажил и на коне скачет. На самом деле все так хорошо, Владимир Владимирович? Вообще с его здоровьем не все в порядке, конечно, далеко не все в порядке. Он с периодичностью примерно раз в полгода исчезает на несколько дней из поля зрения. Какое-то время в эфир выбрасываются консервы специально заготовленные, но все равно его исчезновение в какой-то момент все равно фиксируется. Самое длительное исчезновение было в прошлом году весной, в марте. Мы его потеряли больше, чем на 10 дней. Ну а как-то объясняются в России вот такие исчезновения политического лидера? Нет, никак не объяснялось. Наверное, мне кажется, каждый имеет право на то, чтобы понимать, что с правительством, что с людьми, которые управляют государством. Он должен в первую очередь следить за своим здоровьем, чтобы не было такого, как произошло в Узбекистане. И я считаю, что это ответственность президента. Как он может отчитаться? Показывать свой анализ. Мне главное, что я его на экране вижу. Если по-человечески, то это должно быть сразу говорится, что что-то не так. А крутить, вертеть и тянуть кота за все подробности – это Северная Корея. У меня следующий вопрос Мирхату Шарипджану. Мирхат, скажите, пожалуйста, а вот зачем нужна такая секретность сокрытия? Значит, есть что скрывать, если не говорится о том, что, как себя чувствует президент? Человек, который управляет государством, он должен отчитываться не только о своих доходах, но и о том, как обстоят дела вообще. На постсоветском пространстве мы узнаем о том, что президент был болен только после того, как он умрет. Вот, например, Ислам Каримов 25 лет правил, говорит, что все хорошо. И вдруг он от инсульта скончался. Тут даже еще неизвестно, когда он скончался. Надо скрывать не только от простого народа, но и еще от разных политических элит. Галым, президенту Назарбаеву 76 лет. И за все это время не поступало никаких сообщений о том, что он чем-то болен, даже простуда, наверное, не болеет. Скажите, пожалуйста, волнует ли простых казахстанцев вопрос о том, в каком состоянии находится их президент? Но здесь только были информации с подачи Рахата Алиева, который говорил, что да, есть проблемы. Рахат Алиев – это бывший его зять, да, насколько я понимаю? Теперь уже да. Но эта информация нигде не подтвердилась, она не было слива нигде, поэтому это можно об этом говорить только предполагая. А президент Назарбаев тоже имеет обыкновение пропадать на некоторое время и потом появляться?
Ну, на большое время нет, но да, бывало так, что крутили старые записи. То есть вот президенты на территории бывшего Советского Союза, они такие железные, в отпуск не выходят и работают по 24 часа и не болеют. Ну, вот тут есть исключение. Все-таки мы упомянули киргизского президента. Как раз вот после этих событий, после того, как его увезли в Измирскую клинику, он как раз объявил о том, что он уходит в отпуск до 1 октября. То есть объявления, исключения бывают. Скажите, пожалуйста, а что больше всего сейчас волнует казахстанцев на тот случай, если вдруг так скоропостижно скончается Нурсултан Назарбаев, который правил Казахстаном аж с времен объявления независимости? Ну, даже до, да. Конечно, это момент такой напрягающий, потому что здесь вертикаль строилась на одном человеке, и если будет нарушена эта система, могут быть разные сценарии. Кому перейдет власть? Дарига Назарбаева переведена в Сенат, а это как бы ее путь стать председателем Сената. Это пост, который заменяет президента на случай форс-мажора или там внезапной смерти. Но на самом деле, может, это личное дело. Зачем нам знать, какие у них болячки? Болели они в детстве коклюшем или была у них пневмония? Владимир? Если власть в стране меняется, если претендентов на нее несколько, и если вопрос о власти решается на выборах, в этом случае вся информация о здоровье и о семейной жизни претендента на высший пост, безусловно, должна быть открыта. И так в мире. Это мировая практика, это не чьи-то выдумки. Например, в Соединенных Штатах, если человек не может дальше, если президент не может дальше, значит, выполнять свою работу, возложены на него обязательства и обязанности, то тогда становится, значит, на его место вице-президент, да, то есть у них есть это отработанная, и не только у них, а вообще в цивилизованном мире, отработанная схема передачи власти. Но в наших странах такой схемы нет, ее не существует, есть какие-то псевдо-схемы, но даже они не работают. Например, посмотрите, что произошло в Узбекистане. То есть вот когда Конституция даже вот в таких странах, она в том виде, в каком она написана, не выполняется, тут ясно, что она никакой роли в принципе не играет. А играют роль только состояние здоровья одного человека, потому что все вот эти 25 лет независимости во всех этих странах вся система была выработана на одного человека или на одну семью. Большое спасибо.